Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, высшие силы вот моими руками раскроют нам то, что сейчас у нас скрыто, и то, о чем мы желаем услышать и узнать. Ах, интересные события вас ждут. Здесь к вам кто-то спешит, причем человек издалека спешит, либо давно не виделись. Да? Между вами либо километры, либо время, да? Много времени прошло. Человек спешит с очень хорошими вестями, новостями, не с пустыми руками. И этот человек очень сильно по вам соскучился. Соскучилась, да, может быть, эта женщина. Откуда-то издалека, либо очень давно не виделись. Человек держит дорогу именно к вам, к вашему дому, к вашему порогу. И еще вижу, что этот человек вам что-то привезет, принесет какую-то вещицу, как подарочек, скорее всего, ну, либо какая-то памятная вещь, что-то очень хорошее, то, что будет вам подарено с большой любовью, с большой нежностью. Если это человек ваш близкий и родной, то вещица, которая будет вам подарена, даже сможет стать вашим оберегом. Вот, как говорится, встречайте, и человек уже буквально на пороге. И еще вижу, что вам придется какой-то пожар тушить, пожар, костер, какую-то ссору, либо рассорка между людьми, ссора, рассорка, скандал. Вот, и именно вам придется тушить. То есть благодаря вам люди прекратят ругаться, либо ссора будет закончена, либо, в принципе, скандал не состоится. Да? Может быть, вы раньше успеете там, в самом начале затушить этот костер. Если не вы, то никто. Те, кто ругаются, и те, кому вы поможете, вам будут очень благодарны за ваше вмешательство, за вашу своевременную помощь. Странный звонок вам идет с левой стороны от какого-то совершенно неожиданного лица. Человек, с кем вы обычно не общаетесь, не встречаетесь, может быть, в принципе, как-то заочно знакомы, либо знакомы, но общения как такового между вами не было. Звоночек, который будет достаточно продолжительным, да, много будете говорить. Человек с вами чем-то поделится. Может быть, какой-то тайной, секретной информацией. Может быть, человек вам будет предлагать какое-то выгодное дело, выгодную, может быть, работу, выгодное сотрудничество. Ну, в общем, у вас такая двоякая реакция, потому что человек неоднозначный, вы не настолько хорошо его знаете, либо ее. И то, что вам говорят, вроде заманчиво, но, опять же, у вас такая реакция, стоит ли в это верить. Больше вопросов, чем ответов, да, из-за этого звонка. Вам бы с кем-то обсудить, либо с кем-то проконсультироваться. Человек вас, тот, кто вам позвонит, вас очень сильно заинтересован. Вот прям это чувствуется 100%. Выгодно ли это вам? Вот здесь нужно, да, с кем-то поговорить, обсудить, проконсультироваться. Еще какая-то покупка вас ждет. Смотрите, у одних отыграется, что вы покупаете, а у других отыграется, что вам покупают. Покупка. Что-то желанное, но цена, она как бы кусается, либо, может быть, даже в какой-то степени завышена. Если у вас есть возможность потерпеть, подождать,
то лучше сейчас ничего не покупать. Вижу, что в ближайшие, допустим, там несколько часов, либо несколько дней вы что-то можете приобрести, и там буквально там на следующий день, либо через пару дней будут какие-то скидки, ну, либо цены резко вниз пойдут. Вот. Так что если можете не спешить, если есть такая возможность потерпеть, не покупайте. И если вам кто-то будет предлагать, типа, давай я тебе куплю, не соглашайтесь. Иначе, ну, денежка будет зазря потрачена. Да? Лучше дождаться скидок, а потом уже пойти и купить. Так, мужчина спину перед вами ломает. Выслуживается. Здесь какой-то мужчина перед вами выслуживается. У кого-то отыграется, что это ваш родной, любимый, а у других отыграется мужчина, который хочет произвести на вас впечатление. А может быть, мужчина перед вами чем-то, либо в чем-то виноват. И вот теперь он ломает спину для того, чтобы загладить свою вину, для того, чтобы выслужиться, для того, чтобы показаться в лучшем свете. Ну, вы это все и без меня увидите, да, раскусите этого мужчину. Ну, ничего, пусть старается. Большая корзина доверху наполнена с левой стороны. Здесь у одних отыграется неожиданная прибыль, а у других, ну, какие-то угощения. Кто-то с вами чем-то будет делиться, угощать, давать, передавать. Корзина очень большая, тяжелая. Вас эта корзина очень порадует и как впечатлит, да, приятно будет. Ну, а если это какие-то заработки, доходы, то будет гораздо больше, чем вы, например, думали, планировали, ждали, надеялись. В таком ключе. Заработать можете не только вы, но и кто-то из ваших близких. Так, чуть выше поднимаемся. Пустой карман у мужчины, и он его прячет. То есть тут, возможно, будет 1000 придуманных отговорок, чтобы не признаться в том, что карман пустой. Ваш мужчина, он не жадный, у него просто денег нет. Вот. Как деньги появятся, он вам обязательно их даст. Но почему-то и признаться он вам не хочет в том, что денег нет. Может быть, ему стыдно, может быть, не хочет свою там какую-то репутацию перед вами терять. В общем, прячет от вас пустой карман. Денег у него нет. 1000 отговорок, 1000 придуманных историй, но все они ложные, да? Потому что основная причина — у меня просто нет денег. Вот. Он может вам говорить, что я там кому-то занял, я положил под проценты, у меня там банк не работает, сломался, там интернет-банкинг сломался. Ну, в общем, это все будут отговорки. У него просто нет денег. Поймите его, войдите в его положение, не давите. Женщина серпом порезалась с левой стороны. Какая-то неприятная женщина серпом порезалась. Скорее всего, она хотела вас этим серпом ударить, но высшие силы этот серп, я так понимаю, из рук ее выбили, и она им сама же и порезалась. То есть козни вашей соперницы, либо вражины, против нее же и обернутся. То есть еще как в зародыше, да, все против нее и обернется. Не успеет она вам навредить, скорее сама поранится. Так не идет. Следы. Кто-то оставляет следы. По следам вы либо что-то найдете, либо кого-то. Может быть, даже кого-то разоблачить. Да? Человек оставляет следы. И этого не замечает, не видит. Нога вверх задрана. У кого-то могут болеть ноги, либо могут быть какие-то травмы. Также могут быть, как нога из-за обуви, да, болит, натерли ногу, может быть, там косточка, да, побаливает. Давайте больше отдыха ногам. Здесь вот какая-то одна нога болит. Не могу сказать, правая либо левая, но вот одна прям совсем проблематичная будет. То есть вам нужны какие-то средства, да, лекарства, может быть, мази, бинты, либо просто задирайте ноги повыше. Ну и опять же, носите удобную обувь. И если у вас новая обувь, и пока вы ее как не разносили, хотя бы сменку с собой берите на всякий пожарный случай, да, чтобы не было таких вот неприятных моментов. Еще 2 человека как будто бы вот насосом воду качают. Для 2 с большим трудом правда открывается. Я так понимаю, вы и еще кто-то. С большим трудом. А правда просто так не будет открыта, и нужно будет очень постараться для того, чтобы правды добиться. Особенно если эта правда связана, допустим,
с какой-то бюрократией, с какими-то учреждениями, официальными лицами. Там прям нужно будет давить не по-детски. Да, вот как, представьте, воду насосом качают, да, нужно приложить усилия, и нужно вдвоем действовать. Легко не будет, вот как-то так показано. Дальше. Скорпион потерял свое жало, ходит, плачет. Кто-то будет жаловаться на то, что у него нет сил, либо нет возможности кому-то навредить. Ну, как бы и глупо, и странно, и вас это даже будет раздражать. Скорпион без жала. Жалкое зрелище, да? Человек прям плачется. Как так? Я не могу никого ужалить, я не могу никого укусить. И что же я такой бедный, горемычный теперь буду делать? Да. Дальше. Улитка в ракушку залезла и прям там забаррикадировалась. Это ваше желание скрыться ото всех. Прям такой момент у вас наступит, когда вам захочется уединения, одиночества и тишины. Вы себе прям разрешите побыть наедине, ото всех закроетесь и, я так понимаю, отдыхать будете, либо приходить в себя. Вам, в принципе, это необходимо для того, чтобы себя хорошо чувствовать, либо успокоиться. Вот. Состояние у вас, оно такое скоротечное. То есть вы в тишине побудете, сами с собой отдохнете, потом нормально вернетесь к полноценной жизни. И также может отыграться ситуация, когда кто-то из ваших, например, близких, любимых людей прямо попросит, да, оставьте меня все в покое, дайте мне побыть там наедине с собой. Да? Вот не дергайте, мне нужно отдохнуть. То есть такую просьбу, такое пожелание нужно уважить обязательно. И еще дороги сходятся и расходятся. Несколько раз будете менять планы, несколько раз будете менять маршруты. Будете искать варианты, когда, например, одним днем можно там несколько дел порешать, либо в нескольких местах побывать. Возможно, вам придется с кем-то кооперироваться, ну, допустим, кто за рулем, кто водит. То есть, чтобы человек вас там где-то подхватывал, подвозил, довозил, ну, в таком ключе. То есть придется над этим подумать, поколдовать и время себе сэкономить, и меньше ресурсов потратить. То есть и денег на проезд меньше потратить, и опять же меньше вот этих ненужных движений, там, пересадок и прочего. Прям будете планировать. Дальше. У вас тут маленький знак султана, очень классный знак. Он у вас прям в центре, но он прям маленький. Маленький, власть в ваших руках, либо все в ваших руках. В какой-то момент ситуация окажется полностью под вашей властью, под вашим контролем в ваших руках. И также у кого-то отыграется, что вас ждет признание в чем-то конкретном. То есть вас признают и свои, и чужие. То есть момент такой славы, триумфа. Маленький, но приятный, и он прям в центре. То есть это событие значительно повлияет на вашу жизнь, на вашу судьбу. Дальше. Здесь какого-то мужчину из-за вас молния ударит. Прям больно ударит. У них отыграется, что мужчина вас несправедливо обидел, и его ударяет молния, как моментальная карма. А у других отыграется, что мужчина прям с первого взгляда в вас влюбился. Его как будто бы молнией шибануло. И он такой смотрит на вас: блин, какая красивая, как же я ее люблю. И так может отыграться. Вы все слишком разные, поэтому я вам вариантики накидываю. То есть это будет видно, это будет очевидно, невооруженным взглядом вы сразу все поймете. Вот. Ну и он тоже все поймет. Понятно, что влюбился, либо понятно, что за вас, за то, что обидел, прилетело. Дальше какую-то весточку, либо письмо будете ждать. Придется, конечно, подождать. Там либо какие-то технические проблемы могут возникнуть, либо человек там закрутился, замотался и просто вот забыл. Ну, либо показалось, что отправил, на самом деле кнопку «Отправить» не нажал. Вот в таком ключе. Вот. Вы там сильно не расстраиваетесь, знаете, что весточку вы получите, либо письмо получите. Просто чуть дольше придется вам подождать, чем вы, например, хотели бы. Так, здесь какой-то очень большой и сильный человек испугается кого-то маленького, но с ножом. Видите, вот маленький человек с ножом, а это большой и сильный, и он пятится назад, потому что он боится ножа. Страх, испуг, какое-то неадекватное даже поведение. Тот, кого вы считаете сильным, уверенным в себе, таким прям крутым, а вдруг покажет себя трусом. Здесь такое легкое разочарование,
Ну, либо выход из заблуждения. Может быть, и правда, вы человека считали очень сильным, смелым, а как бы он себя проявит, наоборот, трусоватым, глуповатым, и человек, который прячется и убегает. Не обязательно, что кто-то будет угрожать ножом, это может быть просто даже какое-то громкое высказывание, потому что ножи — это тоже слова. То есть человек может там сказать: вот я сейчас тебе там морду дам, и вот этот сильно испугается и пойдет на попятную. Ну, бывает, в жизни все бывает. Главное, что вы это все увидите, узнаете и сделаете правильные выводы. Еще какие-то странные дома, и вы из одного дома в другой идете. Кому-то в гости, скорее всего, будете ходить, либо какие-то места учреждения будете посещать. Одно место приятное, хорошее, приятное, а вот второе место, там вам что-то необычное скажут, либо что-то необычное там увидите. Но у кого-то отыграется, что вы, может быть, в какие-то организации будете ходить, в какие-то учреждения. В одном месте вас встречают и очень приятная атмосфера, а второе место, там как-то все загадочно, да, может быть, нужно будет там подождать, посидеть, объяснить в таком ключе. Два места. На работе у кого-то будет очень сложное задание. Очень сложное, и придется прям все свое мастерство проявить, показать. Либо задание, которое нужно будет выполнить прям срочно, быстро, в кратчайшие сроки. Вижу, что придется немножко напрягаться. Такой небольшой стресс идет. И что интересно, окажется, что только вы способны это сделать. Либо ваш начальник, начальница только вам доверяет такие сложные задания. Да, такой момент. Знаете, как попробовать себя. Могу или не могу бросить вызов себе. Но опять же, это как-то на работе, с работой связано. Еще показан какой-то новый удивительный человек. Удивительный в повадках, в поведении, в характере, в подаче, в манерах. С такими людьми вы еще не общались. У кого-то это будет там новый контрагент, новый поставщик, клиент, заказчик, ну вот кто-то новенький. Человек произведет на вас неизгладимое впечатление. Очень приятно будет общаться с этим человеком, и прям этот человек сделает ваш день. Будете думать, вспоминать и про себя даже как-то улыбаться, да? Вот что вы с таким необычным человеком пообщались. Человек не создаст проблем, наоборот, даже вот всячески будет вам, там, не знаю, подсказывать, помогать, идти навстречу. Очень приятный человек, вот особенно в общении, в делах, прям очень понравится. Еще мужчина. Вам станет известно, что какой-то мужчина на вас в бинокль смотрит. То есть интересуется вами, интересуется вашей жизнью. У одних отыграется, что мужчина бывший, а у других отыграется, что мужчина, который вот где-то рядышком находится, но никак себя не проявляет. Здесь вам достоверно станет известно, что он вами очень интересуется. Информация, о которой вы будете долго думать и какое-то решение будете принимать. Дальше. Вижу, что рядом с вами взрослый человек ребенком прикидывается. Кому-то очень хочется, чтобы вы о нем позаботились, либо кому-то хочется, допустим, чтобы вы поучаствовали в жизни, да? Может быть, что-то для этого человека сделали, либо за этого человека сделали. Взрослый человек выдает себя за ребенка. Кстати, человек еще может прикинуться заболевшим, сказать: о, я так заболел, помоги мне, там, накорми, полечи, спать уложи. В таком ключе. Слон, грустный, понурый, идет в левую сторону. Хобот повесил. Какие-то расходы вас ждут. Расходы, причем очень неожиданные. Вот как остро станет вопрос, что нужно что-то купить, либо что-то оплатить. Может быть, кто-то придет в долг попросит. Вы, конечно, не откажете, либо если это какой-то обязательный платеж, конечно, вы его оплатите. Но прям грустненько вам станет. Вы скажете: ё-моё, как же так? Почему все время нужно деньги отдавать? Почему не получать? Да, давайте поменяем. Отдавать на получать. И сразу жизнь станет повеселее. Вы о деньгах не жалеете, как ушли, так и придут. Вот, знайте об этом. И не зацикливайтесь на своих тратах.
Придет то время, когда вы на этом слоне будете кататься. И он будет веселый, хобот будет смотреть вверх. Кто-то из вас что-то необычное найдет. То, от чего в голове родится 1000 вопросов. Какую-то странную вещь вы найдете либо у себя на работе, либо у себя в доме. Инородная вещь. То, что вы раньше никогда не видели, уж тем более сами не приносили. Подозрительная вещь. Это не подклад, сразу говорю, там ничего плохого нет. Эта вещь принадлежит мужчине. И этот мужчина, скорее всего, как по неосторожности где-то потерял. Не спешите выкидывать, поверьте, пусть не в ближайшие дни, не в ближайшие часы, но хозяин этой вещи, он найдется, объявится. Это не порча, это не подклад, это не крадник. В этой вещи ничего негативного нет. Наоборот, тот, кто эту вещь потерял, она ему очень дорога. Вот. Если вы сохраните эту вещь, хозяин найдется и вас, соответственно, отблагодарит. И еще вижу, что какая-то ситуация вам не подвластна, либо недосягаема. Что-то вам хочется сделать, либо захочется сделать, но дотянуться вы до этой ситуации не можете. Не надо себя рвать, надрываться не надо, и всему свое время. Просто вот отмахнитесь, да, либо подождите, пока все поменяется. Радуга над вашим доме. Какие-то хорошие события будут происходить, либо веселье будет в вашем доме, либо вы от души повеселитесь. Да, что-то приятное и хорошее в доме происходит. В доме, где вы живете, проживаете. Удивительные слова вы услышите от того, кто вам постоянно либо гадости говорил, либо человек вообще молчал всегда. А теперь какие-то удивительные слова слышите. Вы вроде как слышите, но поверить в это до конца не можете. Человек будет говорить с вами максимально хорошо, по-доброму, ласково и даже в какой-то заискивающей форме. Знаете, как прорвет этого человека на разговор. Дальше какой-то мужчина настоятельно зовет вас как на свидание, прям уговаривает, не знаю, на колени перед вами падает и говорит: пошли со мной в кафе, пошли со мной в ресторан. Просто вот такой приставучий мужчина. Прям уговаривать вас будет сходить с ним на свидание. Смотрите, если согласитесь, то между вами очень резко и быстро все поменяется. Если откажете, то мужчина больше предлагать не станет. Как-то так мне идет. То есть решать и выбирать, девочки, вам. Отказываете, вот ни в какую, он вас уговаривает, он там на коленях стоит, за руку тянет, и вы такая: нет, и все. Больше он никогда предлагать не будет. И если вы говорите «да», идете с ним на свидание, между вами все очень резко, быстро поменяется. Я так понимаю, что прям сблизитесь, скорее всего. Вот, так что думайте, решайте, нужно ли вам это, стоит ли вам идти на это свидание, нужен ли вам этот человек. Потому что обратного хода уже не будет. Вот как-то так мне идет. И если вы, например, не свободны, либо у вас там кто-то другой на примете, надо несколько раз подумать. Иначе это свидание может уже перечеркнуть другие отношения. Так показано. На судьбу на вашу это свидание повлияет. Дальше здесь какие-то люди, справа это, скорее всего, родственники, знакомые, друзья, прям о вас вспоминают, к вам руки тянут. То есть либо вас куда-то звать, приглашать будут, либо у вас что-то будут просить. Причем не один человек. Такое впечатление, что они все, все, кого вы знаете, либо все ваши родственники, просто о вас вспомнили в один момент и все к вам потянулись. Либо просят у вас что-то. Вас это и удивит, и немножко даже шокирует. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.